В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Исян Мессес Дуслар. Сегодня с нами готовит заслуженный деятель искусства Республики Татарстан, известный художник Айрат Хамидуллин. Встречаем! Исян Мессес Айрат. Привет, Руслан. Давненько не было на нашей кухне художников. Да, вот я как раз принес тебе книгу. Потом в конце передачи я научу рисовать и писать. То есть вот если я прочитаю эту книжку, я сумею написать картину? Ну, это же Пленэре, прочитаешь и уже считаешь, что если у тебя с логикой нормально, то обязательно научишься. Мы можем любого научиться. Спасибо. Айрат Хамидуллин – художник, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, член Союза художников России и Татарстана. Родился в Казани, окончил Казанское художественное училище и Московский государственный академический художественный институт имени Сурикова. С 1986 года и по настоящее время преподает рисунок и живопись в Казанском художественном училище. Айрат Хамидуллин – участник республиканских, всероссийских и зарубежных выставок. Его работы хранятся в музеях и частных коллекциях России, США и Франции. Ну а какой же рецепт, какое же блюдо мы сегодня с вами будем готовить? Айрат, расскажите. Ну, мы будем готовить блюдо из рыбы, судак. Мы сделаем блюдо, которое любят мужчины. Мужчины обычно очень темпераментные, у них времени очень мало. Они привыкли готовить очень быстро, и чтобы сразу можно было сесть и все, не тратить время. Женщины у нас обычно, они долго готовят. Пирожок там полдня, они там пирожки делают. Там, это уже устаешь ждать, уже перестаешь даже хотеть есть. А мы сделаем сейчас рыбку быстренько. И будет очень вкусно. Итак, Айрат, рыбу сегодня мы готовим из судака, я уже приготовил. Здесь чистейшее филе. Расскажите, что с ним делаем? Ну, тут нетрудно догадаться. В таком виде мы его не можем. Здесь его надо разрезать. Так, на какие кусочки? На не очень мелкие, на средние кусочки режем. Так. Режем очень аккуратно, очень красиво. Айрат, вот вы красиво говорите, а готовите вы вкусно? И часто? Вы знаете, даже когда я готовлю простую кашу рисовую с одной, я могу в секрет сказать, что в училище я купил мультиварку и готовлю там каши, в основном перешел на каши. И преподаватели, естественно, многие говорят, что каша моя лучшая, чем у них дома. То есть вы кормите все художественное училище Казани? Преподаватели. Да, едят. Ну, а вы собираете, как вот в школе, я знаю, я вот дочке даю деньги на месяц, они тоже скидываются, наверное? Ну, скидываются. Приносят вам крупу и говорите, Айрат, только готовьте. Крупу идем, готовим, и говорят, что вот все-таки каша, она другая. Но каша получается разная, иногда получается рассыпчатая такая, гречневая такая, иногда получается... А сегодня мы узнаем, какая получается у Айрата рыба. Да, рыба будет. Я честно в конце программы скажу. Все. Чувствуется рука преподавателя. Да. А вот блюда, которые вам нравятся, когда вас угощают, какие? Вы знаете, я люблю любую пищу, лишь бы она сделана была с любовью. Так, рыбка порезана с любовью, очень быстро. Что дальше? Дальше будем, значит, сейчас я нарежу вам лимон. Так, наверное, нужна будет соль. Соль, да, обязательно. Так, конечно, перчик. соль. Да, обязательно. Так как вы немножко занимаетесь, видим, бодибилдингом, вам придется... все это выжимать, да? Давайте. Тогда вы посолите и поперчите. Может не хватить, я без профика. Я просто очень... Слишком соленый нельзя. Так. Вы делаете как? Кстати, никогда не выкидывайте лимон. Вот, в принципе, выжили, потом можно в 3-литровую банку этих 2 лимона залить, и будет вкусный чай. Да. Вы знаете, я всегда за то, что накладывать пищу всегда столько, сколько съешь. Я вот не люблю людей, которые накладывают от жадности побольше и оставляют, а потом на помойку. Все надо класть столько, сколько нужно. Но здесь порция, в принципе, для 2 настоящих мужчин. Мы сидим, я даже чуть-чуть больше вам дам. Так, я перчика добавлю немножечко. Да, надо немножко обязательно, только немного. Не увлекайся. Все. Итак, маринад у нас готов, и оставляем рыбку нашу мариноваться. Правильно. А теперь займемся картофелем. Ну что, будем сейчас нарезать. Очень мелко не надо резать, вот колечками так, значит, где-то 1,5-2 сантиметра режем. Отлично. Режем, а потом обжарим. Айрат, давайте вернемся на несколько лет назад и расскажите нам, пожалуйста, вот вы как... режете? Да, извините, вот смотрите, контролирует, молодец. Как вы решили стать художником? В детском саду я был лучшим художником детского сада. Рисовали на обоих? Нет, не рисовал на обоих. Я рисовал всех воспитательниц, но в основном в профиль. Рисовал хорошо, а потом пошел в художественную школу. И в художественную школу, конечно, я пошел, потому что у нас была в школе учительница, которая повела нас в художественную школу на экскурсию. Она была очень красивая. Звали ее Татьяна. А я что-то влюбился, видимо, в нее. И ради нее пошел в художественную школу. Хотя рисовал хорошо. Потом поступил в училище. Правда, поступал
3 раза, на 3-й раз только поступил. Почему с 3-го раза только? Ну, вот как-то было так, что поругался я на вступительный экзамен с директором тогдашним и нагрубил что-то ему. И на русском языке меня все время валили. Русский язык я в школе... Как настоящий татарин, вы в совершенстве знали этот русский язык? Да, но когда уже служил в Красной Армии, пришел 20-летним, уже я поступил первым в училище, закончил его. Потом уже закончил институт Суриковский, вернулся в Казань. Хотя мог остаться в Москве, но я считаю, что я должен отплатить то, что мне дала моя страна. Республика. Республика, да. Я должен это вернуть другим ученикам, научить других, как меня учили. Поэтому я все это решил сполна вернуть. И устроился в художественное училище. И работаю уже будет 30 лет, как я преподаю. Здесь остается только поаплодировать. А вот уже как 3 секунды, как я все нарезал. Посмотрите, пожалуйста. Да. Так, сковородочку. Так. Да, сейчас мы это все поджарим. Наливаем подсолнечное масло. И картошечку. Давайте сначала вы. Вот, да, пожалуйста. Закидываем. Сейчас максимальная температура. Масло маловато, по-моему, положил, нет? Хватит? Ну, добавить всегда можно. По-жмотски. Айрат, а в каком жанре вот вы пишете картины свои? Я работаю в жанре портрет, натюрморт, пейзаж. Но в основном, конечно, натюрморт. Это, конечно, связано с тем, что я связан как бы работой в художественном училище. Натюрморт – это такая мертвая природа, как говорится, она стоит, никуда не сдвинется, поэтому можно его продолжать, писать его месяцами. Такая возможность. А есть все-таки самое сложное направление – это портрет или нет? Ну, вы знаете, все сложно, если говорить, то все сложно. Портреты писать просто посторонних людей, ну, сейчас так, посолим. Нерентабельно, если вы будете, когда заказ, это хорошо. Вам сказали, да, посолите, конечно, это обязательно. Так. И хорошо мешайте. Ну, конечно, там хорошо, если это заказ. Но если не заказ, просто писать то, что люди, которые тебе нравятся, потом может получиться так, что десятки портретов у вас сохранятся, ведь вы чужой портрет на стену не повесите. Я думаю, самое время порезать грибочки. Давайте порежем. Это нам нужно, да, точно. Как мы режем грибочки, наверное, так же стандартно? Точно так же. Точно так же режем, аккуратненько. Я думаю, сейчас мужчины, которые смотрят нашу программу, понимают, насколько легко готовится блюдо по вашему рецепту. Да. Айрат, расскажите, пожалуйста, вот о вашей преподавательской деятельности. Все-таки 30 лет – это серьезный такой рубеж. Не было желания вот уйти все-таки? Нет, не было ни разу. С училища? Нет. Просто работая с молодежью, сам становишься моложе, говорится. А среди стариков общаешься, становишься стариком, я так считаю. Поэтому я не жалею, что я работаю в художественном училище. Наше училище одно из самых лучших. Вот только что я приехал из Москвы, мы заняли 1-е место на российском конкурсе по рисунку. На общероссийском? Да, и мне кажется, это уже не впервые, да? Конкурс художественных училищ, да, не впервые. Но потом мы ездили в Йошкар-Олу. В Йошкар-Оле заняли тоже 1-е место по дипломным работам. Так вот, друзья, приятно за республику, приятно за наших художников. А вот заканчивают они училище. Неужели вот каждый год можно трудоустроить столько художников? Вы знаете, мы готовим дизайнеров и готовим их очень качественно. И они всегда находят в себе применение. Потому что область дизайна, она очень широка, поэтому много фирм частных. Всегда требуется работа дизайнера. Всегда. Поэтому проблем нет. А бывает такое, что вот вы написали картину, вам не понравилось, и убрали ее куда-то? Никому не показали? Любую работу надо доводить до конца, потому что затраченное время, то, что вы делаете. Надо, даже если она не нравится, стараться, чтобы она нравилась. А то, что вдохновение говорят, это вдохновение, оно приходит только во время работы. Лежа на диване, вдохновение не придет никогда. А как все-таки писать картину, я не знаю, удобнее или приятнее, на голодный желудок или на сытый? Вот некоторые говорят, на полный желудок невозможно работать. Правильно говорят. Художник должен быть всегда голодный. Вот так, голодный художник, отличные картины. Да. Голодным должен быть. Нет, а если художник рисует плохо, то он всю жизнь голодный будет, так получается? Что ли? Ну, значит, надо менять профессию. Надо менять профессию. Надо становиться кем-то там, поваром, может быть. Как у меня будет плохо начинать, получается, я пойду поваром. Ну вот у вас небольшая практика уже сегодня проходит. Есть, да. Уже есть. Да, уже есть. Так, грибочки у нас практически готовы, и у нас еще осталось порезать лук. Ну, лук, наверное, будете резать вы, потому что я плакать не хочу. Вы помоложе меня, поэтому поплачьте немножко. Лук – это любимое занятие мое на программе, резать лук, кстати. Да.
Айрат, и следующий вопрос. Вот за 30 лет вашей преподавательской деятельности, как изменилось студенчество? Ну, вы знаете, дети те же самые, талантливые дети были всегда. И когда говорят, что обычно старики, что вот молодежь не та пошла, там, такая-сякая, нет, она такая же талантливая, как была и 20, и 30 лет назад. Ну, Всегда говорю, что не бывает бездарных детей, бывают бездарные преподаватели. вот они, золотые слова. Да, это точно. Ну, а у нас конкурс это довольно-таки высокий, 10 человек на место. 10 человек ежегодно практически. Ну, вот уже несколько лет. Ну, мне кажется, тут у нас середина готовки. Вы замечательно справились. Лук практически готов. И после небольшой паузы мы все это начнем обжаривать тоже. Конечно. Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». Мы сегодня готовим рыбу по-татарски с известным художником Айратом Хамидуллиным. Айрат, еще раз большое спасибо, что пришли. И мне очень нравится вот рецепт сегодняшнего блюда. Рыбка, грибочки, беренге. Вот то, что любит настоящий татарин, все здесь. Да, мужчины самое главное любят. Вот. Так, картошка у нас практически, опачки, готова. Да, Сейчас берем еще сковородочку. Да. И я так понимаю, наша задача все это обжарить. Да, надо обжарить. Так, прибавляем огонь. Масло, пожалуйста, не забудьте, Так. иначе сгорит. Да-да-да, вы сегодня все мое масло используете. Айрат, прочитав вашу биографию, я поразился вот вашему таланту. Как вы умудряетесь преподавать в училище, писать картины и ежегодно проводить еще персональные выставки? Вы знаете, от того, что я преподаю, я должен себя держать в форме, как играющий тренер. Потому что если я что-то сам плохо делаю, то вряд ли я смогу научить учеников. И, конечно, основная масса преподавателя, она работает творчески и должна уметь делать самим что-то. Можно, конечно, просто преподавать, но, вы знаете, это как колодец, который будет опустошаться. Все-таки надо художник, чтобы он все время поддерживал свою форму и работал творчески, именно творчески. Ну, были художники, которые не писали картины, но были прекрасными педагогами. Такое тоже встречается, но это реже. Важно ученику ведь и показать, как это делать. Если ты сам это плохо делаешь, вот как мы то, что готовим. Если я плохо делаю, естественно, у нас ничего не получится. Но я это умею делать. Вот она. Да. Так, я немножко добавил соли, если вы не против. Без соли невозможно будет, это будет очень невкусно. Так, все это мы сейчас обжарим. Ну, давайте. Вы молодой, сильный. А вы как преподаватель, Да, руководитель. Я уже, как говорится, уже пока не пожилой, но уже в возрасте. Да, нужно терку. Так, Где у вас терка? терка у нас здесь. Замечательно. У нас как... Мы натрем сыр. Ну, сыр натрем, наверное, средней величины. Это, я думаю, несложный процесс. Это любой мужчина сможет это сделать. Это очень просто. Это движение сверху вниз. Айрат, Чтобы вести. скажи, пожалуйста, если вы днем преподаете, то картины, получается, вы пишете только ночью? Вы знаете, у меня такая нагрузка, что я с утра преподаю, а после обеда я более свободный. Я сразу сажусь на свой велосипед и еду в мастерскую. То есть вы сейчас поддерживаете программу нашего правительства «Пересели на велосипед». Это очень хорошее. Я очень благодарен мэру города, что он сделал велосипедную дорогу. Я рад и счастлив. Айрат, вот на велосипеде приехали вы к себе в мастерскую, пишете картины, и тут звоночек, например, и говорят: Айрат, нарисуйте, например, портрет моей супруги. Вот как вы относитесь к персональным заказам, лично вы? Вы знаете, в основном звонят, конечно, говорят так, но они обычно, там и для этого требуют, чтобы его супруга позировала. То есть так с фотографией не получится, да? Фотографии художник это не делает. Это, в принципе, обман потребителя называется. Раскрашенная фотография, это, в общем-то, произведением искусства никак не будет считаться. Ну, программа называется «Секрет татарской кухни». Мы здесь раскрываем много секретов. Расскажите, вот каких известных людей вы лично рисовали, писали картины? Вы знаете, неважно в портрете писать просто известных людей. Основная масса художников, конечно, основная, ну не основная, может быть, средняя. Она, конечно, именно пишет известных, потому что если она напишет известного человека, то его, как ему кажется, его картина останется в истории. Но важно написать не что, а как. Если красиво написать простую рядовую девушку или женщину, то она может быть произведением искусства лучше, чем, допустим, там, я не знаю, портрет известного человека. Все ингредиенты у нас готовы: сыр, рыба, здесь у нас картошечка, и практически дожарились грибочки с луком. Можно формировать наше блюдо. Вот красивая такой пирамида получилась такая. Скорее хочется уже попробовать. Где у вас противень или что там? Так, форма. Форма, да. Так, чтобы не мыть посуду, я обернул ее в фольгу. Ну что, не забыть надо масло, а то, чтобы не подгорело. Так. Тут уж не жалей, пожалуйста. Нет, нет, нет. Тут уже потому что испортить на последнем этапе нам никак нельзя. Нет. Никто не простит.
Так, первый слой. Картошечку. Картошечка. Давайте вы все-таки как преподаватель с 30-летним стажем, вы Красиво кладите. Очень. будете мне давать задания, а я буду их исполнять. Главное не испортить на последнем этапе наше замечательное, лучшее блюдо в мире. Я думал, Айрат, вы скажете, главное тут уже на этом этапе не съесть, Нет, да. уже начать есть. Можно картошечку чуть-чуть. У меня уже обильное слюновыделение, поэтому я уже не знаю, все никак не могу дождаться. Так, дальше. И рыбку Рыбка. тоже аккуратненько. Рыбку вот так вот, красивенько. Красиво кладем, да. Ну, все-таки у нас в гостях художник, должно быть не только вкусно сегодня, но и красиво. Это очень важно, потому что если некрасивая пища, она не вызывает аппетита. За сколько минимум, то есть самая быстрая картина, написанная вами? Скажите, пожалуйста. Вот давайте пейзаж возьмем. Ну, это будет... Ну, дело в том, что я пейзаж пишу ведь несколько дней. В определенное время выхожу на пейзаж в 12 часов, и каждый день 12 часов, чтобы солнечный, если солнечный пейзаж, солнечную погоду, именно с этого места. Ну, это может быть недели полторы. То есть это минимум. А иногда, если погода изменилась, то откладываешь это на следующий год. В это же время, если это в июне, то в эти же часы. На портрет вот за сколько минимум можно нарисовать? Так, кстати, у нас дальше идет. Это минимум, я не знаю, не засекал, но я Начиночка. думаю, сеансов 6-7 должно быть. Это если симпатичный человек, которого хочется видеть и видеть. Каждый человек- А если не очень, можно и за два. Каждый человек симпатичен, не симпатичных людей не бывает. Вот золотые слова, и поэтому я их и сказал. Вот это на самом деле шуточку. Да, не Так, бывает. у нас следующий слой. Да, следующий слой тоже очень ровным слоем. На нашей программе, например, Потом, невкусных конечно, блюд не бывает. Не бывает. Бывает плохо приготовленные. Нет, да. Так. И самое вот то, что интересно, сейчас мы сыр вот этот мелкий положим, он потом расплавится, такой вплавленный, как живопись Рембрандта будет. А на самом деле, вот если посмотреть сверху, то получается у нас даже рамка есть. У нас такая вкусная кулинарная картина. К сожалению, камеры сверху нет, чтобы показать красоту. Почти картина. Так, съедобная, самое Вы главное. держите как кисть, как художник. Ну, я пару раз пробовал, кстати, рисовать. Ну, так, давайте. финал. Да, красиво кладем. Да. Я заметил, смотрите, Айрат тоже начал принимать участие, чтобы потом не сказали, что готовил только Руслан. Ну, я ведь учу, а когда учишь, это не всегда. Ведь я учеников учу, никогда у них кисть не беру, а просто словами учу, как это делать. Это, кстати, очень важно. Потому что есть преподаватель, который рисует за учеников. И все-таки есть Потом такое? есть это, ну, это в школах практикуется, во многих училищах, и потом выдается это за работу ученика. А на самом деле это очень приложился хорошо преподаватель. А здесь, А мы не обманываем. да, мы не обманываем, готовим на ваши глаза. Сделал достойный ученик. Я могу потом тебя научу и живописи тоже. Это несложно. Просто если есть у человека мозги, логика, то у любого, я скажу, что каждый человек по-своему это художник. Будь он инженер, будь он врач, это художники. Вот, чтобы у всех не сложилось впечатление, то, что кто-то... Я могу продолжить ваши слова. Который- Каждый человек в душе еще и кулинар. И если есть продукты, то готовьте на здоровье. И кулинары тоже художники. Открываем нашу печку. На 30 примерно минут. 30 минут. Примерно. Через 30 минут мы будем пробовать рыбу по-татарски. Опа. Рыбное филе нарезали на небольшие кусочки, приправили специями, сбрызнули лимонным соком и оставили немного помариноваться. Картофель нарезали крупными дольками и обжарили практически до готовности. На отдельной сковороде обжарили мелко нарезанный репчатый лук и шампиньоны. На смазанный растительным маслом лист фольги выложили подготовленные ингредиенты. Сначала картофель, потом кусочки рыбы, затем луково-грибную поджарку. Сверху блюдо посыпали тертым сыром, добавили немного воды и запекали в духовке 30-40 минут. Дорогие друзья, если вы не успели записать рецепт нашего блюда, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте вместе с нами и делитесь своими кулинарными рецептами. Айра, Что, у нас, наверное, все готово? самое время покушать уже. Итак, открываем духовочку, и рыба по-татарски сегодня у нас в финале нашего кулинарного шоу. Как горячо. Опа. Картина Рембрандта. Покажите зрителям. Опа. Сейчас я открою фольгу. Очень вкусно пахнет наша картина. Так, открываем. Я уже налил нам вкусный татарский чай. Ой, какая красота. Это прекрасное кулинарное искусство. Картина получилась, но я не знаю, ставят ли оценки в художественном училище. Я думаю, ну, здесь твердая 5 с плюсом. Ну,
училище с такой богатой историей, мы в этом году 120 лет празднуем, наверное, грешно делать плохие картины. Вот, вы, кстати, мои поздравления. 120 лет Казанскому художественному училищу исполняется в 2015 году. Так, Айрат, как вам положить? Побольше, поменьше? Ну, конечно, побольше. Какие-то будут специальные мероприятия, выставки, посвященные вот 120-летнему юбилею? Будет выставка в ноябре месяце, как раз посвященная нашему юбилею. Где будет проходить? А будет проходить в Хазине. Так что все, кто захочет, могут прийти посмотреть наше училище. И не только посмотреть, и поздравить? Да, и поздравить, да. А вообще все те, кто хочет научиться рисовать и писать, могут всегда прийти любого возраста, примерно от 5 до 120 лет, могут прийти к нам учиться рисовать. Итак, дорогие друзья, уважаемый наш Айрат, пробуем блюдо, которое мы можем посвятить даже. Кстати, я по-татарски взял нож в левую руку, давайте все-таки по-серьезному, как это положено. Я все-таки предпочитаю попробовать рыбку, хоть она... Картофель? Что вам ближе, художникам? Как в рекламе, и никуда я пойду я сама. Сейчас я точно скажу, по крайней мере, я пробую рыбку. И на собрание пойдете. Да, вкусно, правда? А если еще рыбка с сыром? Жалко, что зрители это не ощущают. Браво, браво! Но блюдо, приготовленное таким замечательным творческим человеком, еще с хорошим настроением, с любовью, как вы в начале программы говорили, да. Действительно удалось. Легко готовится, очень вкусное, легкое. Вот мы хоть овощами здесь все это приправили. Ну и, конечно же, это вкусное блюдо обязательно нужно будет запить вкусным татарским чаем. А на этом мы говорим вам до новых встреч. Рыбу по-татарски для вас готовили Хамидуллин Айрат и Шарафудинов Руслан. Смотрите нас каждую неделю. Рахмат Дуслан. И вам тоже большое спасибо. Помните мою доброту. До новых встреч. Пока-пока. Мы готовим на кухнях Белоруссии. Высокое качество и современный дизайн при доступной цене.